Мужчина и его жизнь. В самом начале 20 века мальчик прилежно учился у муллы, старательно записывая и запоминая полученные знания. Когда ему исполнилось 12 лет, умер отец. Чтобы прокормить мать и маленьких братишку с сестренкой, он начал работать. Быстро считавшего в уме мальчика сразу приметили, после чего купцы нанимали его в дальние торговые караваны, доставлявшие в Омск, Оренбург и вглубь России живой скот, мясо, шерсть и шкуры, а на обратном пути везли зерно, муку, инструменты и многие другие товары. При караванах мальчик вел учет и деловые записи. Часто недоброжелатели воровали его бумаги, но он всегда предоставлял копии пропавших записей, которые привык предусмотрительно переписывать и прятать в зерне или других местах. Торговцы, ценившие честность и смекалку, развивали деловые качества подростка и поручали ему все более ответственные обязанности. Короткое детство, отрочество и юность предприимчивого сироты прошло в странствиях между груженных обозов под дождем, ветром и снегом. С приходом советской власти была гражданская война, далее кровавый террор и коллективизация. Красная пропаганда неистово зверствовала повсюду. Ломались исконные обычаи и нравы. Затуманенный разум запуганных репрессиями граждан жестко насаждался атеизм. В смутные времена любой невиновный человек мог по коварному наговору сгинуть в мясорубке государственной карательной системы. В паническом страхе люди старались не выделяться из общей массы, думая, что это облегчит им трудную жизнь. Все деградировали и много пили водку. Видевший грандиозные перемены, активный юноша среди первых создавал систему продовольственной кооперации Казахстана. Как образно говорится, он умудрялся в воде не тонуть и в огне не сгорать. Шли годы, и к началу Второй мировой войны 40-летний мужчина уже был респектабельным и известным. Одним ранним утром мужчина, как обычно, ехал на запряженной лошадью бричке. Вблизи берега озера на дороге в луже лежал человек лицом вниз. Остановившись, мужчина, подойдя к телу, перевернул его, чтобы понять, жив ли тот. Человек тихо дышал, но от него сильно разило алкогольным перегаром и мочой. Смотревшись в заляпанное грязью лицо, покрытое ссадинами, узнал в этом жалком пьянице своего старого знакомого и был весьма удивлен. Перед ним собственной персоной лежал в грязи целый бывший прокурор области. Этого товарища прокурора когда-то за беспробудное пьянство сняли с должности, после он потерял и семью, а люди потом говорили о нем еще много всякого. Тут же вспомнились их совместные застолья, где прокурор всегда блистал своим высоким интеллектом, и для окружающих граждан находиться с этим уважаемым человеком в одной компании было огромной честью. Мужчина с глубочайшим состраданием оттащил уже приходящее в сознание тело с проезжей части дороги на сухое место и поехал дальше. Увиденное глубоко поразило его, поэтому он далее ехал, глубоко задумавшись. Мужчина переосмысливал свою жизнь, наполненную достатками и всеми окружающими атрибутами. В голове его была горькая мысль: кто я, а кем был уважаемый прокурор? Вернувшись домой поздно, молча поужинал и лег спать. Проснувшись до рассвета, тщательно ополоснулся водой, оделся в чистую одежду и, как его когда-то учили в детстве, начал молиться. Он просил у Всевышнего прощения за грехи. С того дня мужчина более никогда не пил спиртного и становился из года в год все набожнее и набожнее. 65 лет деятельности в системе потребительской кооперации вобрали в себя трудные военные и последующие годы. Он видел войну, разруху, социализм, через который он прошел благодаря упорству и трудолюбию. Уже в почтенном возрасте, отмеченный многочисленными наградами, с почестями, мужчина вышел на заслуженный отдых. Как и должно быть, он вырастил своих детей в достатке, материально поддерживая своих близких и дальних родственников, которые всегда гордились им. В тот апрельский вечер 1982 года в связи с аварией в микрорайоне областного центра везде погас свет, и грустно зажглись свечи. 85-летний почтенный старец Жусуп Джангазин лежал в своем уютном доме в окружении супруги, детей, внуков и многочисленной родни. Ближе всех к старцу находились и тихо беседовали с ним его супруга и уже старый легендарный братишка. Вдруг почтенный старец умолк, поднял к небу указательный палец правой руки, прошептал заветные слова имана и медленно закрыл глаза. Мужчина ушел в иной мир.
а в ту же секунду все окна домов зажглись ярким светом. Этот рассказ про моего дедушку я написал в 2011 году. Мне еще много есть чего сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.